Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Сердар Бердымухамедов подписал указ о помиловании в честь Священной ночи Всемогущества. Авиарейсы из Урумчи в Ашхабад будут возобновлены с 25 апреля. Арчман будет расширен еще на 400 мест и другие новости. 463 граждан Туркменистана, осужденных за совершенные преступления, но сожалеющих о содеянном и искренне в этом раскаивающихся, помиловал президент Сердар Бердымухамедов в честь Ночи Всемогущества, которая отмечается на 27-й день мусульманского поста. Согласно его указу, помилованные освобождены от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы. Хакимам вилаятов, этрапов, городов и другим руководителям было поручено обеспечить трудоустройство помилованных лиц. Китайская авиакомпания China Southern Airlines возобновит прямые рейсы из Урумчи в Ашхабад с 25 апреля. На первоначальном этапе рейсы запланированы один раз в неделю по вторникам. 22 апреля сотрудниками Министерства Адалат Туркменистана, Генеральной прокуратуры, Верховного суда Туркменистана и членами Ашхабадской городской коллегии адвокатов будет проводиться прием граждан по правовым вопросам. Прием будет проходить с 9:00 до 12:00 по местному времени в здании Министерства Адалат. В санатории Арчман, расположенном в Бехерденском этрапе Ахалского вилаята, будут строиться дополнительные комплексы зданий на 400 мест. В связи с этим Министерство строительства и архитектуры Туркменистана объявило международный тендер на строительство дополнительных новых комплексов. В Международном университете нефти и газа откроется мастерская имени Лу Баня. Организационные вопросы открытия обсуждались в гибридном формате руководством вуза и представителями туркменского филиала Китайской национальной нефтегазовой корпорации, а также двух высших школ КНР – Хэбэйского нефтяного профессионально-технического университета и Сианьского нефтяного университета. Китайский международный проект «Мастерская имени Лубаня» получил свое название в честь легендарного китайского изобретателя, жившего 2500 лет назад. По преданиям, именно он придумал многие приспособления, которые используются и по сей день. Самарканд станет культурной столицей стран Содружества в 2024 году. Культурная столица СНГ выбирается Советом глав государств Содружества ежегодно, начиная с 2010 года. В разные годы ею становились Шымкент, Куляб, Воронеж, Астана, Душанбе и другие. Среди городов Туркменистана культурными столицами СНГ объявлялись Мары и Дашогуз. Самоходный аппарат НАСА, высаженный на поверхность Марса, сфотографировал удивительный объект, напоминающий хребет гигантской доисторической рыбы или рептилии. Первый странный объект на снимках обнаружила космобиолог Наталья Карбал. Она выложила фото в своем аккаунте в Твиттер с пояснением, что это самая необычная скала, которую она встречала за последние 20 лет. Пользователи соцсети тут же начали строить предположения о том, что бы это могло быть. Большинство склоняется к версии, что это доказательство того, что на Марсе когда-то существовала жизнь, а скелет принадлежал марсианской рыбе. Завершился первый тур высшей лиги Туркменистана по футболу. Он стартовал 14 апреля матчем Капедаг-Шагадам и завершился победой ашхабадской команды. В субботу 15 апреля Ахал обыграл Энергетик, Ашхабад на выезде взял верх над Мервом, Алтынасыр дома сыграл в ничью с Небичи. Китчи в гостях одержал победу над клубом Southern District в 16-м туре чемпионата Гонконга по футболу. Встреча завершилась со счетом 5-0. У гостей 2 мяча забил туркменский полузащитник Руслан Мингазов. После этой победы Китчи набрал 42 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Гонконга. Баскетболисты Туркменского государственного института физкультуры и спорта стали победителями 21-й студенческой универсиады. В финальном матче, который прошел в спорткомплексе Международного университета нефти и газа в Ашхабаде, они обыграли представителей Туркменского государственного института финансов со счетом 79-60. В женском турнире баскетболистки Института физкультуры и спорта взяли верх над соперницами из Туркменского государственного архитектурно-строительного института 29-19. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.